الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد. В прошлой лекции мы говорили об откровении, что это такое, какие виды. Мы говорили, что слово «вахи» или «откровение» на арабском языке означает передача информации быстро и скрыто. Мы также говорили, что в Коране есть 5 значений этого слова. Первый из них – это ниспослание священного писания пророкам. Это называется вахи. Второй – это вдохновление. Это не обязательно пророкам. Третий – это повеление от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Четвертый – это указание. Пятый – это научение злом от шайтана. Это тоже называется вахи. Мы также говорили о виде откровения, что есть откровение без посредника, без зависи. Мы говорили то, что еще есть откровение через завису. И третий вид – это посредством ангела. В Коран был ниспослан посредством ангела Джибриль, алейхиссалам. Вот третий вид ниспослания откровения. Сегодня продолжаем. Какие свойства были этого откровения? То есть этот вахи, который получил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям от ангела Джибриль, алейхиссалам, какие свойства были у него? Свойства можно узнавать, смотря на явления, которые сопровождали ниспослание откровения. Первое, о чем мы будем говорить сегодня, что откровение был тяжелый пророку Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Передается от Аиша радийаллаху анха, умуль му'минин Аиша, что она говорила: «Я видела, как в холодные дни ему приходило откровение». То есть пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям приходило откровение в очень холодные дни. И после завершения ниспослания, то есть после того, как отдаляется ангел от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, после того, как он все передал, я видела, как с его лба лился пот. То есть очень холодные дни, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям получает откровение, и после завершения ниспослания Корана, откровения, с его лба лился пот, как будто он занимался спортом. Это из-за тяжести откровения. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Музаммиль: «Инна санулки алейка каулян thaqila». Мы ниспошлем тебе весомые слова. Весомые слова. Очень тяжелая речь. Коран, тяжелая речь от Аллаха Субхану ва Тааля нашему любимому пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. Второе, что можно говорить про откровение, что когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям получил откровение, его тело стало тяжелее, чем обычно. Есть передачи о том, что когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ехал на верблюде и начал на него ниспослаться откровение, вот этот верблюд не смог держаться и сел. То есть не двигаться, не стоять на месте, а сел прямо. Из-за тяжести пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, во время ниспослания откровения есть, конечно, и другие передачи, но это нам достаточно, как указание на то, что тело пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям само станет тяжелее во время получения откровения от Аллаха Субхану ва Тааля, от ангела Джибриль, алейхиссалам. Еще сподвижник Аль-Харис ибн Хишам спросил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «О пророк, что происходит, когда тебе приходит откровение?»
описывай нам, что там происходит, что вы чувствуете. Он сказал, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ответил, приходит подобно звону колокола. То есть чувствуете, как будто есть звон колокола, и он самый тяжелый вариант. Когда приходит откровение, очень тяжелый, пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. И я усваиваю то, что было сказано ангелом. То есть он усваивает, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, усваивает то, что было сказано ангелом, и потом отдаляется от него. То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям станет тяжело, он получает откровение от ангела Джибриля алейхиссалям, он усваивает все, что ему передал, потом ангел отдаляется от него. То есть можно извлечь из этого всего, что состояние принятия вахи, откровения, отличается от обычного состояния человека. Чем? Тем, что откровение очень тяжелое, и есть изменения в теле пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, то есть его тело станет тяжелее, у него потеет лоб, из-за чего? Из-за того, что откровение тяжелое. Вот это что происходит с пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи ва саллям при получении откровения. Есть передача, которая описывает то, что происходит на небесах, когда Аллах Субхану ва Тааля дает откровение. В этом передаче говорится: «Ида такаллам Аллаху биль-вахи, сами'a ахлус сама». Когда Аллах Субхану ва Тааля дает откровение, когда Аллах Субхану ва Тааля говорит, люди, те, которые на небесах, слушают звук, похожий, я сейчас буду переводить буквально, похожий на звук железных цепей, цепочек, которые вытаскиваются против гладких, тяжелых камней. То есть цепочки железные большие, если там они двигаются над камнями, камни, которые тяжелые, которые гладкие, этот звук слушают те, которые на небесах. Из-за этого они страшатся. То есть что-то великое происходит. Аллах Субхану ва Тааля дает повеление. Поэтому они страшатся. До того, как они видят ангела Джибриля алейхиссалям. То есть ангел Джибриль получает от Аллаха Субхану ва Тааля повеление, откровение. И люди, те, кто на небесах, из-за этих звуков страшатся. До того, как они видят ангела Джибриля алейхиссалям. Когда они его видят, успокоятся. И они спрашивают у него: что сказал наш Господь? Он говорит, он сказал истину. Они в ответ повторяют истину, истину. То есть Аллах Субхану ва Тааля, правда, что он сказал истину. Эта передача используется при толковании аят в Коране, когда Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Хатта ида фуззи'a ан кулубихим, калу маза кала раббукум, калу л-хакка ва хуа л-алийю л-кабир». Когда их сердца успокоятся, они спрашивают: что сказал ваш Господь? Им ответят: он сказал истину, и он Всевышний, великий. Аллах Субхану ва Тааля Всевышний, великий. Вот это то, что происходит на небесах, что происходит у пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Зачем мы проходили вот эти явления? Потому что эти явления могут служить доводом против тех, которые говорят, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сам придумал Коран, сам написал Коран. Или против тех, которые говорят, что Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям просто собрал это все от людей Писания, и он составил, потому что он был умный человек. Он был умный человек, но он сам не смог это составить. Почему? Потому что если он едет на верблюде, у него определенный вес. Этот вес не может измениться без внешнего влияния. Не может.
Поэтому, когда люди, сподвижники, люди в Медине видели, что происходит с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, чем это можно объяснить? Ничем. Кроме того, что есть изменения в состоянии пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это получение, откровение. То есть он не сам придумал Коран, он ничего не написал от себя, он не передал от других людей, ни от людей Писания, ни от Хаддад Руми, ни от кого. Это получил прямо от Аллаха Субхану ва Тааля. И вот эти состояния, эти явления, которые сопровождали ниспослание откровения, указывают на правильности ислама, на правдивости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что если он сам придумал, он не может это делать. Если люди там смотрели на него, как будут эти изменения объяснить? Ничем, не могут. Кроме как он получил откровение от ангела Джибрил, алейхиссалам. Теперь переходим на следующую тему. Это ниспосланный Коран. Как был ниспослан, когда, какой первый аят, какой последний, настолько время ниспослания Коран, от скольки до скольки, сколько лет это занималось. Начинаем. Вот первое, что я хочу сказать, это 3 аяты в Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Бакара: «Шахру Рамадан, аллади унзила фихи ал-Коран». Месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран. Вот это первый аят, часть аята. Второй аят в суре Ад-Духан. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Хамим валь китабил мубин, инна анзальнаху фи лейлатин мубарака». Мы его ниспослали в благословенную ночь. И там все толкователи, муфассири Коран говорят, что имеется в виду ниспослание Коран. То есть первый аят говорит о том, что Коран был ниспослан в месяц Рамазан. Второй аят говорит о том, что был ниспослан в одну благословенную ночь. Третий аят, который, альхамдулилlah, большинство из нас знает, или все знаем, это суратул Кадр. Аллах Субхану ва Тааля в начале ее говорит: «Инна анзальнаху фи лейлатил Кадр». Мы ниспослали его в ночь предопределения, в ночь Аль-Кадр. Значит, у нас 3 аяты, которые говорят о ниспослании Корана. Первый аят говорит, что в месяц Рамазан, второй в благословенную ночь, третий в ночь предопределения. И есть у нас история ниспослания Корана, что Коран был ниспослан в течение жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Не в одну ночь, не в один месяц, а за всю жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, от начала пророчества, то есть от 40 лет до его смерти. Вот этот вопрос возник давным-давно. И один подошел к Ибн Аббас, радиаллаху анхума, и спросил у него: вот Аллах Субхану ва Тааля так говорит, и так говорит, и так говорит, и мы знаем, что Коран был ниспослан всю жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, от начала пророчества до его смерти. Как мы можем это собрать вместе? Это как будто противоречие. Он говорил, Ибн Аббас радиаллаху анху говорит, что Коран сначала был ниспослан в один раз. Куда? На первое небо. Потом с первого неба был ниспослан на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, разделенно. То есть Коран был ниспослан 2 раза. Первый раз это от Аллаха Субхану ва Тааля на первое небо. Второй раз это целиком. Второй раз это разделено на всю жизнь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, от начала пророчества до смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вот это мнение Ибн Аббас, радиаллаху анху, может быть, от самого себя придумал? Не может быть. Есть правило, что если есть мнение у сподвижника, которое невозможно узнать своим умом, это значит, что у него есть какие-то знания,
который получил от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому этот хадис, в этом передаче, это говорит Ибн Аббас, радиаллаху анхума. Но мы понимаем, что это он не говорил от самого себя, а он получил какое-то знание от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. И основывая на это, он сказал это мнение. Если так, то значит противоречия нет. А как мы можем собрать это между аятами и между и тем, что Коран был ниспослан с начала пророчества до смерти пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям? А как мы можем собрать сами аяты? Аллах субхану тааля говорит, в месяц Рамадан был ниспослан Коран. И потом говорит в одну ночь благословенную, и потом говорит в ночь предопределения. Во-первых, ночь предопределения, она благословенная ночь? Да. Значит, может иметь в виду, что один раз Аллах Субхану тааля назвал эту ночь, что это ночь Аль-Кадр, ночь предопределения. В сурат Духан он просто не назвал. Он сказал в одну благословенную ночь, но имеется в виду в ночь Аль-Кадр, в ночь предопределения. А ночь предопределения, когда бывает? Смотря на времени. Когда? В месяц Рамазан. Значит, ниспослание Коран в месяц Рамазан именно в эту ночь. Значит, когда Аллах Субхану тааля говорит, был ниспослан Коран в месяц Рамазан, значит, да, но в какую ночь именно? В ночь предопределения. Значит, противоречия в словах Аллаха нету. Все совпадает. Все на местах, на своих местах. Теперь, значит, у нас первое ниспослание, это Коран был ниспослан целиком на первое небо. Второе ниспослание был ниспослан Коран разделенно на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям. Есть и другие мнения у ученых, но они слабые, но хотя, давайте я расскажу, чтобы вы знали, что и есть другие мнения, хотя это самые сильные мнения. Это из-за того, что есть передача от Ибн Аббас, радиаллаху анхума. Второе мнение говорит о том, что имеется в виду в этих аятах, что это не ниспослание Коран целиком, а начало ниспослания Коран. То есть первые аяты, которые были ниспосланы. То есть, когда Аллах Субхану тааля говорит «Шахру Рамадан, аллади унзиля фихи ал-Коран», то есть месяц Рамазан, в котором был ниспослан Коран, имеется в виду не Коран целиком, а первые аяты Коран начались ниспослаться. Когда? Месяц Рамазан. Или в другие аяты в ночь предопределения. Вот это второе мнение, что это не говорится о Коран целиком, а говорится о начале, о первых аятах, которые были ниспосланы. Есть еще третье мнение, в котором говорится о том, что каждую ночь предопределения ниспослается Коран на год вперед. То есть Аллах Субхану тааля сначала ниспослает Коран на первое небо в ночь предопределения на год вперед. Потом этот Коран, который был ниспослан, это количество Коран ниспослается в течение этого года разделено. Ну, это похоже на первое мнение, на которое есть еще сильнее доводы. Поэтому берем первое мнение, это то, что был Коран ниспослан целиком, первое ниспослание на первое небо. Потом Аллах Субхану тааля ниспослал его второй раз с первого неба на пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Теперь можно задаваться вопросом, в чем мудрость? Почему так Аллах Субхану тааля делал? Ученые там написали много об этом, что в чем мудрости от того, чтобы там ниспослать Коран два раза. Первый раз целиком, второй раз разделенно. Первый мы будем говорить о мудрости ниспослания Коран, первое ниспослание Коран целиком. Первое, что мы можем говорить, это восхваление того, что был ниспослан. То есть, когда Аллах Субхану тааля отправляет Коран на первое небо,
целиком, это указывает на величие Коран, на величие слова Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что Аллах Субхану ва Тааля не спослал целиком. Второй, это указывает на величие того, кто получает Коран, на величие пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что он получил священные писания, самые великие священные писания, это Коран, он получил, или был ему ниспослан на первое небо в один раз. Третий, повторение ниспослания Коран, то есть Коран был ниспослан первый раз, потом второй раз, это утверждает то, что находится в Коране. То есть, берем пример, если, например, вы работаете, от начальника пришло вам письмо, делаете эту вещь или прекратите делать эту вещь, например. И на следующий день получаете другое письмо от начальника, что делаете эту вещь или не делаете эту вещь. То есть повторяется приказ от начальника вам сегодня и завтра, например. На что это указывает? На то, что пришло тебе, это достоверно. Потому что он повторяется 2 раза. И изменений нет между первым и вторым письмами. Значит, это достоверно. Значит, когда ниспослается Коран 2 раза, мы утверждаем, что все, что находится в Коране, это достоверно. И это указывает на почетность Корана. Другой, валиллахи аль-маталю а'ля, конечно. Другое, что можно сказать о почетности Корана из-за 2 ниспосланий, это сура Аль-Фатиха. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о суре Аль-Фатиха, что она ас-саб'уль маthani, 7, как дважды или вдвоем. 7 это понимается, что это 7 аят. И это согласие ученых, что сура Аль-Фатиха состоит из 7 аятов. Сура Аль-Фатиха состоит из 7 аятов. Что значит слово «маthani»? Некоторые ученые говорят, что эта сура была ниспослана дважды. И из-за этого она считается самая великая сура в Коране. Самая великая сура в Коране – это сура Аль-Фатиха. И из-за того, что была ниспослана 2 раза, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, назвал ее «ас-саб'уль маthani» и получила такую почетность из-за того, что она была повторно ниспослана. Поэтому она считается самая великая сура в Коране. Теперь, в чем мудрости второго ниспослания Корана? Какие там пользы из-за второго ниспослания Корана? Первый и самый важный – это укрепление сердца пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, когда Аллах Субхану ва Тааля ниспослал на него Коран разделенно, это для того, чтобы Аллах Субхану ва Тааля укрепил его сердце. Укрепил его сердце. Каким образом? Получение откровения от Аллаха Субхану ва Тааля – это великое укрепление. Просто получить Коран от Аллаха Субхану ва Тааля – это достаточно было пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он противостоял все, что происходит с ним. Чтобы он терпел неверующие, что они делают ему, какие там планы там планируют, чтобы там его убить, выгнать из Мекки и потом сражаться с ним. Хотят убить его. Даже люди Писания, которые его ненавидели и хотели его убить. Чтобы он терпел все это, Аллах Субхану ва Тааля всегда дал ему Коран разделенно. Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. И неверующие сказали: почему не спасается ему Коран в один раз? Аллах Субхану ва Тааля дал ответ: كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Вот таким образом мы не спасаем Коран, то есть раздельно, чтобы укрепить твое сердце. Вот это ответ на вопрос. Это не был вопрос у неверующих. Они просто задают вопросы, чтобы там мешать дахват, чтобы мешать ислам, мешать пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям.
Но все равно Аллах Субхану Тааля дал ответ, что я не спасаю Коран таким образом, чтобы укрепить сердце моего пророка, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, моего посланника. Второй, как укрепить сердце пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то, что они задают много вопросов, чтобы они утвердили, что пророк не говорит правду. Они спросили его про душу. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Они спросили его про людей пещеры, Аль-Каф. Кто такие? Что происходило с ними? Расскажи нам, если ты получаешь знания от Аллаха, значит, ты должен знать. После таких вопросов пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, получил откровение, которое содержит ответ на их вопросы. Аллах Субхану Тааля ниспослал историю людей пещеры, сура Аль-Каф, что они были такие, они пошли, сказали, жили, умерли, потом Аллах Субхану Тааля оживил их. И это знание он не получил ни от кого. Ни от людей Писания, ни от кого-то другого. А значит, как он знал? И люди Писания знают, что он говорит правду. Потому что эти истории у них есть. Они знают эти истории. И поскольку он не получил от них, они утвердили, что он на самом деле посланник Аллаха Субхану Тааля. То есть он пророк на самом деле. И вот в ответ на их вопросы Аллах Субхану Тааля ниспослал откровение, ниспослал Коран. Аллах Субхану Тааля также говорит: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ». И они спрашивают тебя про душу. Что такое душа? قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Аллах Субхану Тааля говорит пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, скажи им: рух, душа, это что-то от повеления Аллаха Субхану Тааля. У вас знаний очень мало. Вы были дарованы очень мало знаний. То есть эти знания, у вас нет этих знаний. Это только у Аллаха Субхану Тааля. Третье, что можно там укрепить сердце пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, это когда Аллах Субхану Тааля рассказывает в Коране истории пророков до Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Почему? Аллах Субхану Тааля говорит: وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. И мы рассказываем тебе истории этих пророков, которые были до тебя, то, что укрепляет твое сердце. Почему? Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, видит, как он говорит правду, истину, передает знания, хочет, чтобы люди уверовали в Аллаха Субхану Тааля и вошли в рай, а люди отказываются от этого. Отказываются просто. Из-за высокомерия, из-за того, что они не верят или они не хотят слушать его. А он просто хочет, чтобы они вошли в рай, что они уверовали в Аллаха Субхану Тааля. И ему это было тяжело. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Аль-Каф: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Ты убиваешь себя из-за того, что они не уверуют. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, делал все, что он может, чтобы люди приняли ислам. И из-за этого он хотел работать до смерти, чтобы они приняли ислам. Аллах Субхану Тааля говорит ему: ты убиваешь себя, если они отказываются от ислама? Нет, не надо. Вот это от Аллаха Субхану Тааля. Уверуете, это польза для себя. Вы делаете пользу для себя. А если не уверуете, вы сами себя вредите. Поэтому, когда Аллах Субхану Тааля рассказывает ему истории пророков до него и что происходило с ними, он терпит, он успокоится. И в одном из передач от него, от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Рахим Аллаху ахана Муса». То есть он говорил о пророке Муса, что когда у него было тяжело из-за своего народа, он вспомнил пророк Муса, алейхиссалам, насколько он страдал из-за израилитов. И когда он этого вспомнил, он терпел,
Потому что он не первый человек, который проходит всего этого. Значит, до него были люди, которые и терпели. Поэтому это укрепило сердце пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Второй. Аллах Субхану Тааля не спослал Коран разделенно, чтобы пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, смог его выучить. Чтобы сподвижники тоже смогли его выучить. Если Аллах Субхану Тааля не спослал Коран целиком, было бы трудно выучить полностью. Но из-за того, что Аллах Субхану Тааля не спасает маленькое количество Коран, или там не очень большой, это легко запомнить, легко понимать и легко практиковать. То, что Аллах Субхану Тааля приказывает, мы вот сделаем, как Аллах Субхану Тааля приказывает. А если Коран зараз целиком, это было бы очень тяжело людям. Поэтому от милости Аллаха Субхану Тааля, это милость Аллаха Субхану Тааля, то, что Он в первую очередь дал нам Коран, в вторую очередь, что Он дал нам Коран разделенно, чтобы сахаба могли выучить. Почему? Потому что сподвижники – это первое поколение, которое получает Коран. Если они не очень хорошо, 100% выучат Коран и передают ему таким образом, как он был ниспослан, мы потеряем всю религию. Потому что вся религия построена на Коран. Поэтому, чтобы люди выучили, понимали, что Аллах Субхану Тааля им не спаслал разделенно. Третий. Это для того, чтобы решить проблемы, возникшие во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Например, есть какое-то правило или какой-то хукм, шариатские повеления, шариатские постановления во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А потом это оказывается очень трудно. Это не Аллаху оказывается, а просто Аллах Субхану Тааля знает, что это будет тяжело людям. Чтобы Он показал нам, насколько Он милостивый, Он облегчил нам это постановление, например. Или чтобы Он запретил что-то, как Аллах Субхану Тааля запретил спиртный, алкоголь. Как Аллах Субхану Тааля запретил? Сразу? Нет. Это был в обществе очень основной. Поэтому Он не зараз сказал, вот не пейте, все. А Он сказал сначала, не читайте намаз, когда вы в состоянии пьянства. Потом сказал, вот в них есть хороший и есть грех. Но их грех больше, чем пользы. Потом, в конце концов, Аллах Субхану Тааля говорит, что это риджсум мин амали шайтан. Это от дела шайтана. Поэтому оставляйте его. Там и вино, и другие там вещи. Поэтому, как Аллах Субхану Тааля постепенно обучил людей, как они будут соблюдать. Это тоже от милости Аллаха Субхану Тааля. И еще из мудрости ниспослание Коран разделено. Это сам по себе довод на правильности Корана. Как? Коран был ниспослан в течение жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, от пророчества до его смерти. Как был ниспослан от суры Аль-Фатиха по порядку до суры Ан-Нас? Нет. Мы будем говорить, о чем был первый ниспослан. Это аят «Икра бисми раббика аллади халак». Чуть поподробнее, иншаллах, в следующей лекции будем говорить об этом. Но сейчас, для примера, мы говорим, что первый, что был ниспослан, это «Икра бисми раббика аллади халак». Сура Аль-Алак. Это не находится в начале, не в конце, в середине. Потом другую суру был ниспослан. Другая сура. Потом с конца мусхафа, с начала, в середине. То есть не по порядку. А когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, получил откровение, ангел Джибрил, алейхиссалям, сказал ему, поставь этот аят в той суре после
несколько аятов до этого аята, после этого аята. То есть он указал, где этот аят должен быть. То есть порядок аятов – это от Аллаха Субхану ва Тааля. Порядок сур тоже от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть это никто не придумал. Это не по усмотрению пророка Мухаммада саллаллаху алейхи он поставил суру Аль-Фатиха так, бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, рахмани рахим, или суру Аль-Бакара, потом Аль-Имран, потом Ан-Ниса. Это не по усмотрению пророка Мухаммада саллаллаху алейхи это был от Аллаха Субхану ва Тааля. Даже иногда Аллах Субхану ва Тааля не спослал часть аята. Можем, иншаллах, в будущем, может, тронем эту тему. Аллах Субхану ва Тааля не спослал аят لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. То есть не равны те, которые сражаются на пути Аллаха, и те, которые остаются дома. После неспослания этого аята, до конца этого аята, пришел к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи слепой Ибн Мактум и сказал: о пророк, у меня есть оправдание, чтобы я оставался дома, потому что я слепой, я не могу сражаться на пути Аллаха. А в это время Аллах Субхану ва Тааля не спослал часть этого аята. «Гайру улид дарар», несмотря на тех, у кого есть оправдание. Вот этот часть аят Аллах не спослал и повелел пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи, чтобы он поставил в середине только что неспосланный аят. То есть Аллах не спослал аят, потом не спослал одно предложение, поставил внутри этого аята. Это не пророк Мухаммад саллаллаху алейхи придумал. Это не на усмотрение пророка Мухаммада саллаллаху алейхи, а это повеление от Аллаха Субхану ва Тааля. Значит, порядок аят однозначно от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть Аллах Субхану ва Тааля дает один аят, ангел Джибриль говорит, что поставь этот аят, например, после 7-й аят такой сури. Вот так порядок аят получил пророк Мухаммад саллаллаху алейхи от ангела Джибриль алейхиссалям. Если смотреть на это, что Коран больше 6000 аятов получен, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи получил в течение 23 лет, и там поставлены аят были неспосланы не по порядку, а в течение 23 лет никакой противоречия не могло быть. Потому что этот Коран не за раз был неспослан пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Противоречие в него может быть из-за того, что каждый раз там один аят, или несколько аятов, или одну суру было неспослано. Потом собрали в течение 23 лет. Противоречие внутри этой книги может быть, логично должно быть. А из-за того, что мы смотрим, проверяем эту книгу, и в ней нет никакого противоречия, значит, это именно от Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что кто может так поступить, это Бог. Это не обычный человек. Значит, это дополнительный довод на то, что этот Коран не от пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, а от Аллаха Субхану ва Тааля. Последнее, что мы будем говорить сегодня, время ниспослания Корана, есть там разногласия, сколько пророк Мухаммад саллаллаху алейхи остался в Мекке, потом переселился в Медине. Самые распространенные сильные мнения – это 13 лет в Мекке и 10 в Медине. И в течение этих 23 лет пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям получил откровение, получил Коран. И, как мы говорили, что иногда ниспослается один аят, иногда часть одного аята, иногда целую суру. Например, суру Аль-Ан'ам была ниспослана целиком. Хотя она большая сура, но Аллах Субхану ва Тааля ниспослал ее целиком, большая сура. И как сура Аль-Фатиха тоже целиком. Есть суры, которые часть сначала, как сура Аль-Алак, сначала были ниспосланы 5 аятов, потом были ниспосланы другие суры, потом продолжение этой суры. Поэтому по-разному. Можно там часть аят ниспослаться,
может там один аят, несколько аятов или даже целые суры. На этом сегодня все. Джазакум Аллаху хайран. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Нашхаду ан ла иляха илля ант. Настагфирука ва натубу илейк. Вальхамдулиллахи раббил аламин. الله أكبر الله أكبر الله